Здравствуйте, уважаемые друзья! В предыдущих лекциях мы рассказали о языковых контактах алан с соседними народами Кавказского круга и народами территориально более удаленными, но в силу различных причин оказавшими значительное культурное влияние на северокавказские народы, в том числе и на алан-осетин. Этот период активного языкового обмена продолжался вплоть до конца XIV века, когда Алания была разрушена до основания войсками Тимура. В последующие 15-17 веках аланы асы пережили самый трудный этап в своей истории. В течение этих веков уцелевшие аланы, сохраняя языковое и культурное наследие своих иранских предков, оказались запертыми в нескольких горных ущельях Центрального Кавказа, откуда они вернулись в мир только через 3 века, вновь получив в русских документах свое первоначальное имя Ас, но почерпнутое в грузинской среде и, соответственно, претерпевшее грузинскую фонетическую адаптацию Ос. При этом при формировании русского этнонима для осетин была использована форма не грузинского названия осетинского народа Осси, а название Осетии как региона, которое состоит из осетинского средневекового самоназвания «ас», давшего в грузинском «ос», и суффикса «эти», присоединяемого при образовании названий стран и регионов, например, Ках-эти, Сван-эти и так далее. Так получилась грузинская Осетия, страна асов. Именно от этого грузинского названия территории проживания асов-осетин и был образован русский этноним осетины, впоследствии распространившийся в другие современные языки, кроме языков народов Кавказа, большинство из которых сохраняет исторически сложившиеся в них наименования алан-осетин: вайнахская хири, адыгская кушха, тюркская дюгер и другие. В течение 15-17 веков, в период вынужденного затворничества алан-осетин, их этнокультурные, в том числе языковые контакты с соседними кавказскими народами, естественно, значительно сократились, хотя полной изоляции, очевидно, не было. Так достаточно тесным оставалось взаимовлияние аланского этноса с грузинами, кабардинцами, балкарцами и вайнахами. На юге осетинские горские общества были связаны перевальными дорогами с Картлийским и Имеретинским царствами, и в XVI-XVII веках усилился начавшийся в середине XIII века процесс массового переселения осетин в верховья рек Большой и Малой Ляхвы, Ксани, Джуджоры. Особенно активными стали связи между осетинами и картлийско-кахетинскими и имеретинскими соседями с середины XVI века, после оживления русско-грузинских отношений и повышения роли Дарьяльского прохода и других перевальных дорог. В целом, осетинско-грузинские отношения в этот период были дружественными и союзническими. В частности, северные осетины принимали участие в освободительной войне грузинского народа против Ирана. В начале XVII века войска шаха Аббаса вошли в саму Осетию. Осетинские народные предания повествуют о том, что персидские войска побывали в Алагирском и Куртатинском ущельях, хотя, по другим данным, они сумели продвинуться лишь до Зарамага, а затем, вследствие сопротивления, оказанного осетинами, были вынуждены уйти в предкавказские степи. В XVIII веке Осетия испытала существенное экономическое, политическое и культурное влияние Грузии. При этом достаточно активными продолжали оставаться и военные контакты. В 1751 году осетинские воины принимали участие в войне Грузии против таврийского владетеля Азатхана, а в 1795 году в составе грузинского войска осетины воевали с иранской армией ага Мухаммад-хана, а позднее с турецкими завоевателями. Прочные контакты существовали в XVI-XVII веках между Осетией и Кабардой. Кабардинцы пригоняли свой скот на летние пастбища в горы Осетии, а осетины на зимние, на равнине и в предгорьях, принадлежавшие кабардинским князьям.
Важная роль Кабарды, поддерживавшей торговые отношения с Россией, Турцией и Крымским ханством, также привлекала осетин. Часть осетинских феодалов находилась в вассальной зависимости от кабардинских князей. В то же время многие крестьяне Кабарды и Северной Осетии, скрываясь от преследований своих феодалов, находили прибежище друг у друга. В XVIII веке, после установления осетинско-русских отношений, влияние кабардинских феодалов в Осетии ослабло, кроме Дегории, отличавшейся в целом более высоким уровнем развития феодальных отношений. Тем не менее, тесные экономические и культурные связи между Осетией и Кабардой сохранялись и в этот период. Разносторонний характер имели и осетинско-балкарские отношения. И значительное число осетинских семей в этот период переселилось в Балкарию, а многие балкарские семьи – в Дегорию. Осетины и балкарцы принимали активное участие в социальной и политической жизни друг друга. Очевидно, что в течение этого периода в результате действия внеязыковых факторов – культурных, экономических, социальных, демографических, политических, военных – после монгольского нашествия и тимуровского геноцида произошло падение престижного потенциала алано-осетинского языка. И если в аланский период осетинские элементы активно входили в грузинские, дагестанские, вайнахские, сванские, мигрельские, абхазские, абазинские, адыгские языки, то после того, как в переходный период ареал его распространения сузился до нескольких ущелий Центрального Кавказа и оборвались его прямые связи с большинством кавказских народов, контактный обмен с соседними языками в послемонгольский период по объему и направлению стал принципиально отличаться от домонгольского. В принципе, 15-17 века – самый малоизученный период в истории осетинского народа. Отрывочные сведения, обнаруживаемые в путевых заметках путешественников, не дают сколь-нибудь цельного представления о социальных процессах в осетинском обществе и еще меньше о языковых явлениях. Тем не менее, некоторые лингвистические данные обнаруживаются в источниках и того времени. Так, немецкий врач Дрешер, сопровождавший своего хозяина, имеретинского царя Арчила, в путешествии из Москвы в Грузию, проехав в 1688 году через Кабарду и Осетию, собрал некоторые сведения о лексике осетинского языка и в 1688 году опубликовал словник осетинского и кабардинского языков, включающий 239 слов, из которых около 80 были из иронского диалекта осетинского языка. Следует особо подчеркнуть, что это первый исторический памятник, в котором зафиксированы сугубо иронские диалектные формы. Позднее, в 1705 году, они были включены во второе издание труда голландского ученого и путешественника Николаса Витсена «Северная и Восточная Татария», выпущенного в Амстердаме. В 1957 году этот документ был опубликован профессором Лавровым с указанием современных вариантов соответствующих слов. Некоторые слова в этом глоссарии требуют исторических комментариев. Так, слово «мармарак» – «часы» в современном осетинском языке вытеснено заимствованием из арабского «шахат» – «сахат». Слово, отмеченное Дрешером, встречается в определенном словосочетании еще у Шогрена в значении «колокол». Слово «ангушт» – «наперсток» соответствует современному осетинскому «ангуштаван» с тем же значением. Однако во времена Дрешера оно не означало «наперсток». Слово «ангуршт» встречается у Всеволода Миллера в значении «палец», как параллельная форма дегорскому «ангулза», и связывается с авестийским «ангуста», новоперсидским «ангуст», санскритским «ангушта» – «палец». Обращает на себя внимание слово «кыргы», которое Дрешер переводит как «гриф». Руслан Сикоев приводит примеры употребления этого слова в осетинском языке, где оно обозначает не грифа, который не водится в Осетии, а небольшую хищную птицу. Оно упоминается в осетинских текстах, изданных Шифнером, в сказке «Вож и блоха». При этом в русском тексте Шифнер это слово не переводит, а сохраняет осетинское. Встречается это наименование и в поговорке «Афтит арма кыргыдар набады» –
на пустую руку и кыргы не садится. Необычна форма фараштдашт, то есть 19. В действительности осетинской формы фараштдаш не существует. Сикоев считает, что это слово создано самим Дрешером по аналогии с другими числителями – иондаш, дуадаш и так далее. Сикоев также совершенно обоснованно поправляет Лаврова, который считал, что в словнике Вицина слова «кызга», «крин», «кинек» не являются иронскими, указав на то, что в этот период еще не произошел переход «к» и «г» перед «и», «е» и «ы» в «ч» и «дж, он и эти слова считает относящимися к иронскому диалекту. В слове «киска» – «девушка» «к» вместо «ч» могло быть, собственно, иронским, а конечное «а» могло еще не отпасть. Для слов «киник» – «книга» и «крин» – «ящик», отнесенность к иронскому диалекту еще однозначнее в связи с отсутствием конечного «а». Здесь просто «к» еще не перешло в «ч». Следующий по времени памятник осетинского языка этого периода – это словарь Гюльденштета «Палас». Академик Иоганн Антон Гюльденштет посетил различные районы Северной и Южной Осетии в период с 10 февраля по 4 октября 1771 года и собрал обширный материал по иронскому и дегорскому диалекту. При этом он, не будучи лингвистом, видимо, считал, что имеет дело с двумя разными языками. Поскольку в книге «Сравнительные словари всех языков и наречий мира, собранных десницею все высочайшие особы», куда и были включены его материалы, а это более 300 осетинских слов, наряду с осетинским языком представлен и дегорский язык. Затем этот материал был помещен Гюльденштетом в его афгано-осетино-дугурский глоссарий. Анализ словаря позволяет отметить следующие особенности осетинского языка второй половины XVIII века. Во-первых, это сохранение в иронском «к», «к», «г» перед «е» и «ы», как мы уже приводили в примеры «кизге», то есть «дочь», соответствующий современному «чижк», «рынкин», «боль», современная «рынчен», «ксил», «мало», современная «чишел», «кир», «глина», современная «чер», «тихкин», «мочь», современная «тихчен». Во-вторых, следует отметить употребление заставочного «а» в конце иронских форм. «Цасте» – «глаз», сравнить с современное «сашт», «кизге» – «дева», сравнить с современным «чижик». В-третьих, это наличие в иронском параллельных цокающих-дзокающих, сокающих-зокающих и чокающих-джокающих форм. То есть, с одной стороны, мы встречаем и форму ху-цау, и форму ху-чав, бог, дзику и зипку, волосы, и дак-забах-у и джибах-у, красиво, чаштком и цеском, лицо, цасте и чашт, глаз, кинзавар и кинджахшав, свадьба, финдж и фенз, нос. Напротив, следует отметить однотипность дегорских, чокающих, джокающих, шокающих, жокающих форм. То есть ахщер – молоко, ажмеса – песок, джинг – огонь, джикко – волосы, финжихонг – ноздри, биджау – дитя и отсутствие цокающих, дзокающих, сокающих слов типа современного дегора, ну скажем, носителей дегоринского говора ахсер, азмеса, зенг, зикко, финзихонг, биттеу. То есть эти формы цокающие, дзокающие в дегорском диалекте XVIII века еще отсутствовали. Наконец, еще один языковой документ приблизительно этого же периода. Это вышедшая в 1796 году в Санкт-Петербурге
Книга известного путешественника и авантюриста Якоба Рейнекса, на самом деле подлинное имя которого Кристиан Рудольф Элих. Работа называлась «Allgemeine historische topographische der Kaukasus», в которой в том числе представлены некоторые сведения об Осетии, собранные автором в период его пребывания на Кавказе. В частности, Рейнекс приводит небольшой список осетинских слов. Правда, ограниченный объем этого материала позволяет нам сделать вывод только о том, что «к» перед «и» в слове, например, «кисик» – «девочка» продолжает удерживаться в этот период в южно-осетинских говорах, которые были доступны Рейнексу. С другой стороны, очевидно смешение сокающего и шокающего типов иронской речи. С одной стороны ус, усе, зах, зенг, фераст, с другой ахшес, ашт. Приведенные нами отрывочные сведения и составляют на сегодняшний день тот языковой фонд, на основании которого мы можем судить о состоянии осетинского языка в XVII-XVIII веках.